Рассмотрение уголовного дела проходит под председательством судьи Сухумского городского суда Астамура Дванба. Дело получило широкий общественный резонанс. Согласно материалам, 23 сентября 2019 года гражданин Капов Артур Зурабович был задержан сотрудниками ОВД Сухума по улице Надзадзе. Во время задержания произошла перестрелка, в результате которой Капов получил сквозное огнестрельное ранение левого бедра и был госпитализирован в республиканскую больницу. В предъявленном обвинении Капов свою вину признал частично. Однако в части совершения им насилия против сотрудников милиции своей вины не признает. Позицию обвинения изложил прокурор Сухумской городской прокуратуры Сырбей Хагба. На основании статьи 56 смягчающих обстоятельств по делу не установлены. В соответствии со статьей 58 отягчающих обстоятельств также по делу не установлено. Но на основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 53, ему необходимо определить наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На основании части 3 статьи 63 по совокупности преступления окончательно определить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без штрафа. Адвокат подсудимого Валентина Агарба признается, что это судебное разбирательство самое тяжелое в ее практике. Она характеризует своего подзащитного исключительно с положительной стороны. Артур Капов – спортсмен, игравший за абхазскую футбольную команду «Нарт». По ее словам, Артур Капов не может быть осужден по статье 320 в части 2, а именно применение насилия в отношении представителя власти, так как представители правоохранительных органов были в гражданской форме. По словам адвоката, до момента задержания к нему не приходила повестка о том, что его вызывают на допрос. Кроме того, по мнению адвоката, следствие велось с нарушениями. По данному делу 5 сотрудников правоохранительных органов проходят как потерпевшие. Адвокат изучил их рапорты и протоколы, и у нее возникли вопросы. Они зомбированы тем, что вот их не рапорта об этом говорят, их не протоколы допросов в качестве потерпевших о том, что в международном розыске находится особо опасный преступник, совершивший тяжкое преступление убийства на территории. И тут, конечно же, волнение самого, вот это все нервозное состояние генерала Аршба, доставить его сюда. Я это со всей ответственностью заявляю, что это был приказ, потому что вот это письмо, которое я зачитала в начале, это исходит от Аршба, это исходит не от Мархолия. Почему я вот говорила о том, что взбудоражило Мархолия? Да Мархолия взбудоражило то, что Аршба, это мои предположения, логику мы в ВУЗе проходили, о том, что достали меня эти абазины, сколько можно, вы сегодня здесь, а где он? Примерно в начале сентября 2019 года в Управление уголовного розыска МВД поступил письменный запрос об оказании помощи в розыске Капова Артура Зурабовича, объявленного в международный розыск за совершение им особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации. Значит, в начале сентября поступило сообщение, в начале сентября. А происшествие у нас происходит 23 сентября. Что мешало сотрудникам Министерства внутренних дел провести определенные мероприятия? Позвонить Капову Артуру, позвать его, сказать ему, что вот так вот и вот так вот. Но этого нет. А вот именно 23 сентября, в день приезда Жирова и Михайлова. Валентина Агарба упоминает фамилии Жирова и Михайлова. Это сотрудники Ставропольской правоохранительной системы, где ранее произошел инцидент с участием подсудимого Капова, вследствие чего он ранил человека, в связи с чем Капов был объявлен в международный розыск. Я честно скажу, что я все же надеялась, что прокурор города Сухум, генеральный прокурор Республики Абхазия Агарба все же возьмет это дело на контроль, пролистает, изучит материалы уголовного дела
и даст указание об исключении 320 статьи, части 2, из обвинения Капова. 217 он признает, мы ее признаем. Прошу оправдать по 320 нашего подзащитного и в отношении него применить меру, не связанную с лишением свободы. Происшедшее с Каповым Артуром в Ставрополе связано именно с его жизненными принципами. Какими? Видеть несправедливость и молчать значит самому участвовать в этом. В свои 24 года он ведет активную общественную деятельность, организовывает спортивные турниры, занимается с детьми в спортивных секциях, тренирует их, воспитывает в детях стремление к здоровому образу жизни. Также его деятельность связана с укреплением братских связей между абхазо-адыгскими народами, принимает активное участие в сохранении и развитии культурного наследия наших народов. Таким образом, я хочу, суд, еще обратить внимание на то, что Капов Артур ведет открытый образ жизни и не пытался скрыться от правоохранительных органов Республики Абхазия. Неоднократно вместе со своим отцом Каба Рамазаном Альмединовичем являлся в здании прокуратуры Республики Абхазия и в здании Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Я уверена, что если бы сотрудники Министерства внутренних дел Республики Абхазия, проходящие по данному делу потерпевшими, проявили бы хоть каплю профессионализма в своих действиях, то Капов Артур не сидел бы сегодня на скамье подсудимого. В ходе судебного заседания слово было предоставлено подсудимому Артуру Капову. Он поблагодарил адвоката за проделанную работу и добавил, что приехал в Абхазию не для того, чтобы скрываться. Конечно, когда я ехал сюда, я не ехал прятаться, я ехал к себе домой, где мой род находится. Даже мой враг приехал бы, я клянусь, я в тот день в него не собирался стрелять. Мне уйти надо было. Оцениваю его поступок, как уйти с места преступления, или как ты сказал, с места задержания. Задерживать меня нельзя 3,5 года, я гуляю спокойно. Как я понимаю, на меня только покушаться можно. Я так понимал. Следует отметить, что семья подсудимого проживает в Абхазии с 2011 года. Отец Зураб Капов, по национальности абазин, переделал свою фамилию на Каппа. В конце 80-х годов он входил в Народный форум Айтгылыра, по профессии адвокат. Судебное разбирательство по делу Капова продолжится 4 ноября. Как предполагается, в этот день будет вынесен приговор. Дениза Гергия, Инала Гухава, Абхазское телевидение.